Как решаются проблемы жителей, обратившихся на диалог с народом на контроле у приемной главы Ингушетии и правительства? Так, проверяющая комиссия направилась на улицу Асканова в Карбулак. Здесь, по словам одной из жительниц соседнего села, обратившейся к главе в прямом эфире, продают алкогольную продукцию. Она попросила ликвидировать торговые точки, ведь алкоголь нарушает покой во многих семьях. В положенное время, если туда заходит взрослый парень там, или мужчина, тем более, покупает водку, я, конечно, не буду там его бить по рукам там, или говорить, почему ты водку покупаешь. Это его право, его дело. Уж точно вы займитесь тогда воспитанием своих детей дома. Не возлагайте это воспитание уже на меня, точно. Но если там продавцы нарушают временные показатели, занимаются этим не в положенное время, или же отпускают на руки там, несовершеннолетним, тем более, здесь, конечно, самое жесткое реагирование должно быть. Тем более, я не знаю, вот эти две точки, они лицензированы или нет. Владельцу этих торговых точек за незаконную продажу алкоголя выдано предписание. Кроме того, изъята вся продукция. Владелец пообещал, что отныне займется другим бизнесом, который не доставит проблем ни ему, ни горожанам. В связи с тем, что у данного гражданина были изначально выданы документы на правоустанавливающие, на то, чтобы он здесь остановку сделал, поэтому мы нашли компромисс. Вот он организовал здесь остановочку. Данные магазины, как вы видите, закрыты. И он сейчас уже вырабатывает новую концепцию, ищет других арендаторов по продаже там запчастей, автомасел и так далее. Следующий вопрос также от жителей Карбулака не прозвучал в эфире, но не остался без внимания. Местные жители попросили сделать движение на улице Асканова односторонним, чтобы тем самым уменьшить риск наезда на пешеходов. Эта улица проходит через весь город, и движение на нем и так одностороннее, кроме участка протяженностью 550 метров. В администрации объясняют, что самим жителям полное одностороннее движение на этой улице доставит массу неудобств, ведь такая мера вызовет заторы на дороге. Здесь машины не ездят быстро. Здесь есть так называемые лежачие полицейские, уже люди приучены, здесь небольшая скорость, много подъездов, детей в школу возят, забирают со школы. У нас мы создадим себе лишние пробки. У нас вот по городу, по улице Джабагиева, Асканова сделано одностороннее движение. Но есть один кусочек есть и на Джабагиева улице, где в районе горсовета, мегафона, там тоже нет целесообразности его делать. И здесь на Асканова тоже этот кусок. А кто-то из жителей пожаловался на то, что в городе отсутствуют таблички с порядковыми номерами и названиями улиц на многоквартирных домах, что усложняет поиск адресов. После обращения все 37 многоквартирных домов в городе были проверены на наличие информационных табличек. Полностью обсмотрели весь город, 2 раза объездили и выявили 2 дома. Нефтяная 11, он был позже построен после того, как были вывешены все таблички. И улица Градусова 38, но мы нанесли еще дублирующие дополнительно нумерацию, так что везде по всему городу есть нумерация. Вдобавок было сказано о трудностях, связанных с одинаковым названием улиц. В администрации города пояснили, что по всему городу всего 11 улиц, имеющих созвучные названия. Однако они не совсем одинаковы. К примеру, существует улица и переулок Фрунзе, улица Асканова и Новая Асканова. Есть одна единственная улица, Восточная, у нас они дублируются в 2 микрорайонах. Мы сейчас во 2-м и 4-м микрорайоне. Мы и там сейчас опрашиваем жителей. Вы знаете, в любом случае в документах всем указывается, что улица Восточная, 2-й микрорайон, улица Восточная, 4-й микрорайон. Но в любом случае, чтобы этого повтора не было, мы сейчас опрос делаем среди населения. Вы знаете, что это все надо документы менять. Там, если на той улице или на той особых возражений не будет, мы вынесем на комиссию, будем этим вопросом заниматься. Прошел месяц с тех пор, как состоялся диалог с народом, где глава Ингушетии отвечал на вопросы жителей. Все обращения специальная комиссия отсортировала и направила по компетентным органам для решения. За их исполнением также проводится постоянный контроль. На диалог с народом всего поступило больше 400 заявлений, вопросов главе нашей республики.
На 90% из всех этих вопросов мы дали разъяснения, ответы. Многие из них поддержаны положительно. В принципе, работа за месяц проведена, как она и должна была быть сделана. Некоторые вопросы требуют всего лишь разъяснения, которые жители вполне могли получить, обратившись в местную администрацию. В Карабулакской нет определенного графика приема граждан. Сюда могут обратиться в любое время. Залина Могушкова, Адам Далаков, Новости 24.